В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. По последним данным, за первые 2 месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий. Расскажем о причинах негативной динамики на дорогах. Квалифицированные кадры в каждое село. В Якутии продолжается работа по ликвидации кадрового дефицита в отрасли здравоохранения. Исследователь и художник. Искусство в экспедиции. В Москве открылась выставка, посвященная освоению Арктики за последние 400 лет. Широкий спектр компетенций. В республике стартует 9-й чемпионат Обилимпикс. Турнир собрал более 250 конкурсантов. У подножия Ленских столбов зажгли огонь 8-х международных игр «Дети Азии». Факел с огнем последует по всем районам республики и финиширует в Якутске через 100 дней. В России прошли выборы главы государства. Впервые голосование на них длилось 3 дня – 15, 16 и 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. На третьем Владислав Дованков – 3,85%. На четвертом кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,20% голосов. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала явку на выборах президента рекордной в новейшей истории страны. Она составила 77,44%. Памфилова отметила, что одним из основных факторов высокой явки является внешнеполитическое давление на Россию со стороны Запада. Такой миф много лет навязывается, что выборы не свободные. Что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата идут, то есть подневольники все такие. Но это вот надо просто быть настолько, скажем, должно быть примитивное, пещерное мышление, не знать наш народ, наш многонациональный народ. Народ у нас высокообразованный, у нас высокий уровень образования. Не терпит ни как внутреннего давления на него, так и внешнего. Действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин встретился с кандидатами в президенты России от партии «Новые люди» Владиславом Дованковым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и председателем КПРФ Николаем Харитоновым. По словам Путина, все кандидаты прошли в ходе избирательной кампании свой путь. Он подчеркнул, что у каждого человека, а тем более у председателей фракции Нижней палаты парламента, свой взгляд на способы достижения общих целей национального развития. Но цели-то у нас общие, это точно очевидная вещь, констатировал действующий президент. Ну и, скажу честно, люди... Глава Ленского района вручил орден мужества семье Александра Телепко, погибшего в зоне СВО. Житель поселка Витим Ленского района Александр Телепко был мобилизован в сентябре 2022 года. В зоне СВО служил младшим сержантом в группе разведки и исполнял свой воинский долг. Он погиб 30 июля в 2023 году при выполнении специальных задач во время наступательных действий на территории Украины. Проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с указом президента страны Александр награжден орденом мужества посмертно. Глава района выразил глубокое соболезнование по детям бойца и всем его близким. Только в начале августа узнали о том, что он погиб. Вот сперва не поверили, потому что у нас уже был родственник, который говорил, что он тоже умер, но в итоге оказалось, что не так. Получается, долгое время не верили, потом, как в Ленск вернулись, похорона начались, вот уже тогда осознали, что все. Я испытываю гордость за своего отца, потому что он долгое время там находился. Только гордость за него чувствую большую очень. Квалифицированные кадры в каждое село в Якутии продолжает работу одно из главных направлений нацпроекта здравоохранения, а именно обеспечение медицинских организаций системой здравоохранения квалифицированными кадрами. Его цель – ликвидация кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа профессии медицинского работника. Что делается для увеличения количества медицинских работников, расскажет Вероника Таюрская.
Профессия врача считается одной из благородных профессий в наше время, а их подготовка является наиболее долгой и сложной. Но это не напугало студента 4-го курса Айтала Отова поступить в медицинский институт и стать в будущем врачом. Наличие аккредитационно-симуляционного центра при СВФУ юноша считает необходимым для студентов. Центры важны очень, потому что без этих центров у нас практики не будет. Практика зависит все от симуляционного центра. Именно в этом центре мы сдаем аккредитацию, проходят симуляционные навыки, которые мы обретаем, чтобы производить на уже дальнейшем больном человеке. Здесь у нас проходят дисциплины по циклам. И вот у нас цикл оториноларингологии проходит. Центр при СВФУ был создан 26 января 2012 года для развития практических навыков у студентов и внедрением медицинских виртуальных образовательных технологий в процесс обучения. Здесь наши студенты проходят практические навыки. Вот, допустим, на цикле оториноларингологии мы обязательно занимаемся в симуляционном центре. Врачи общей врачебной практики, когда они идут работать после мединститута, они должны уметь делать эти практические манипуляции. Студенты проходят цикл на 4-м курсе. Это те студенты, которые действительно выбрали себе самую такую гуманную специальность и имеют большой интерес к учебе. Всего в Якутии на сегодняшний день 2200 человек обучаются по медицинскому направлению. Из них 1500 студентов выбрали лечебное дело и педиатрию. А 700 человек проходят подготовку на среднего медицинского персонала. Для более быстрого закрепления медицинских работников на местах реализуются 2 программы: «Земский доктор» и обеспечение качественным жильем медицинских работников в арктических улусах. На сегодняшний день реализуется программа обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, в рамках которого у нас стоит основная цель – это ликвидация кадрового дефицита в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Также укомплектование узкими специалистами, которые участвуют в национальном проекте здравоохранения, в рамках которого с 2019 года у нас ведется подготовка медицинских кадров для данной задачи. Отметим, что нацпроект здравоохранения инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и направлен на разработку 5000 новых образовательных модулей и создание 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Жигустан Иннокентьев, Якутск. Около 100 участников из клиентских служб республики принимают участие в программе республиканского совещания отделения Пенсионного фонда и социального страхования Российской Федерации в Якутске. На основной встрече подписали соглашение с Федерацией независимых профсоюзов республики, в частности, о взаимодействии, расширении перечня вопросов и юридических консультаций, о проведении совместных мероприятий. Это будет направлено на защиту работающего населения во вредных условиях труда. В большом обсуждении затронули тему единой государственной информационной системы социального обеспечения. А вот 20 и 21 марта для участников проведут образовательную программу для повышения квалификации для руководителей клиентских служб со всех районов республики. По итогам обучения выйдет проект, который будет потом внедрен в работу. В 2023 году были открыты центры в 5 клиентских службах. В 2024 году мы уже открыли 2 центра. Это позволит нашему старшему поколению, как мы говорим, серебряный возраст, активно взаимодействовать, активно участвовать во всех мероприятиях, повышать свою финансовую грамотность, компьютерную грамотность, быть наставниками. Ну и, конечно же, сегодня обратим внимание и подведем итоги как раз-таки для руководителей клиентских служб, расскажем более подробно результаты предоставления государственных услуг. По последним данным, за первые 2 месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий. Это на 26,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О причинах негативной динамики на дорогах в сюжете Амана Отова.
Пресс-конференция началась с обсуждения мер, которые будут предприняты для снижения аварийности, включая возможную установку новых камер фиксации нарушений ПДД и разработку планов по улучшению инфраструктуры дорожного движения. Ведомство сообщает о росте случаев наездов на пешеходов, нарушений на перекрестках и пешеходных переходах, а также о выезде на полосу встречного движения. Стабилизации с учетом ограничений планируем то, что управление автодорог у нас камеры дополнительной фотофиксации выставит, в том числе на паромных переправах. У нас есть определенные соглашения с муниципальными образованиями. Это город Якутск, Мигино-Кангаласский, Усалданский, Хангаласский. Поэтому передвижные станции будут работать. Помимо этого у нас отработали по арктическим районам, это по техосмотрам транспортных средств для учебных заведений, ЖКХ, машин. Поэтому в плановом порядке отработали. Наибольшее количество аварий, а именно 48%, приходится на столицу республики. Также значительный рост происшествий отмечен в Мирном, Нерюнгре, Горном районах. Сотрудники госавтоинспекции предупредили жителей Якутска быть бдительнее на дорогах и не рисковать своей жизнью. Сейчас весенняя распутица, гололед, днем активно подогревает солнышко, тает снег. Дорога становится скользкая, а вечерний и ночной период обязательно подмерзают. Поэтому на дорогах у нас образуется гололед, поэтому водителей мы призываем соблюдать скоростной режим, выбирать правильную дистанцию для того, чтобы контролировать ситуацию на дорогах, ну и соблюдать правила дорожного движения. Очень многое зависит от ответственности участников дорожного движения. По нацпроекту «Качество и безопасность» строятся и ремонтируются новые дороги. Ответственные органы обеспечивают безопасность на дорогах, следят за соблюдением правил. А с другой стороны, и водители, и пешеходы тоже должны быть в ответе за свою жизнь. А молодежь, машину купил. Они думают, что это как игрушка, кататься. Главное, чтобы они всегда помнили, что они должны доехать до дома целыми и невредимыми. Понимаете? При этом мы всегда должны помнить, что их дома ждут. Например, сейчас очень модно пить пиво безалкогольное, но все равно там есть алкоголь. И даже в нашем кумысе, якутском народном, который считается лечебным, у него тоже есть там какие-то проценты. Поэтому никогда не стоит пить, употреблять перед тем, как выехать. Лучше возьми такси. В последнее время, наоборот, я замечаю, что у многих новые шины стараются сразу менять. Но бывает, конечно, день жестянщика, первые дни, когда гололед. Но я не вижу, чтобы зимой ездили на летней резине. Надо менять вовремя под сезон. И это деньги надо не жалеть на это, на колеса. Хорошие надо покупать резину. Комплексные работы госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также администрации города Якутска и, самое главное, соблюдение дорожных правил гражданами должны сократить количество автопроисшествий в регионе. Аманотов, Илья Сальмятников, Якутск. 30 лет тому назад читатели Якутии впервые открыли страницы нового журнала. С тех пор журнал «Далбар Хатун» стал близким другом, мудрым советчиком для женщин и семей. В течение 30 лет в каждом номере издания были опубликованы интересные рубрики, героями которых были женщины с яркой жизнью, работой, руководители, ученые, творческие личности, сельские труженицы и многодетные матери. Для широкого освещения жизни женщин большой вклад внесла первый редактор журнала, народный писатель Наталья Харлампьева. В рамках юбилейного мероприятия сегодня состоялась встреча с талантливейшим человеком, видным руководителем, общественником и мастером слова. За эти 30 лет журнал практически вхож в каждую семью. Он рассказывает о тех людях, с которых можно брать пример. Я могу, наверное, гордиться тем, что стояла у истоков этого журнала и помогла ему встать на ноги. И многие те люди, которые со мной вместе начинали этот журнал, тоже горды тем, что журнал сегодня существует, продолжает работать и имеет своих верных читателей.
Коренная родовая община имени Владимира Сидорова является самой отдаленной в Алданском районе. Она располагается за 1000 километров от Алдана. В настоящее время в стойбище проживают 14 человек. Со взрослыми хозяйство ведут и 3 детишек. Уклад общины строится в гармонии с природой, однако труд в тайге легким не бывает. Зима миновала, а впереди весна, которая нередко выдается по-северному непредсказуемой. Достижениями, заботами и надеждами оленеводы поделились с нашими корреспондентами. За 1000 километров от Алдана в местности Чайдах пылает очаг коренной родовой общины Сидоровых. Сегодня в тайге проживают 5 семей, 11 взрослых и 3 ребятишек. Арсылане всего 7 месяцев. С мамой, папой и старшим братишкой она приехала в стойбище в сентябре. Тогда крохе едва исполнился месяц. Стараемся. Вот сын помогает постоянно, бабушки помогают. Иногда муж, когда время есть, помогает. И с хозяйством, и с детьми. Успеваем как-то. Для старших членов семьи Нюргустан незаменимый помощник. Сейчас он здесь самый взрослый. Его старшая сестричка ходит во 2 класс и находится с дедушкой и бабушкой в селе Хатыстыр Белецкого и Венкийского национального наслега. Раннее детство неразрывно связано с тайгой у всех членов семьи. С измальства приобщаясь к делу предков, детишки растут сильными и выносливыми. Дети никогда не болеют. Вот у меня 13 внуков. У нас, 13 внуков, ага. Все они в тайге выросли. В объятиях тайги жизнь не бывает беззаботной. Сохранение ставшего привычным уклада требует от каждого члена общины непрерывной отдачи сил и стараний. Быт оленеводы полностью организуют собственными силами. Хлеб сами делаем. И получается, с утра у хозяйки начинается завтрак, обед, ужин, весь день с детьми. Зима в этом году выдалась мягкой, лютых морозов не было. Не докучали и волки, стадо стояло хорошо. Между тем, труд людей, чьи судьбы неразрывно связаны с тайгой, сопряжен с огромным количеством сложностей. Оленей пасем. Вот, например, наши эти ездовые олени. Основная стадо стоит отсюда в 5 километрах вверх по речке. Сами оленеводы говорят, что у них 2 дома. Один в селе, 2 в тайге. Единение с природой и следование ее законам для членов общины предпочтительнее жизни в цивилизации. В тайге уже привыкли. Я 85-го года здесь, как окончила ветеринарию в училище Терской. И сразу в тайгу так и живу. Коренная родовая община Сидоровых была образована в 1992 году. В Алданском районе она является одной из самых отдаленных. Путь в Хатыстыр на оленях займет порядка недели. За продуктами и предметами первой необходимости оленеводы выезжают примерно раз в 3 месяца. Воспользоваться авиатранспортом крайне проблематично, и вопросы доставки провизии и выездов на слег оленеводам приходится решать только за счет собственных ресурсов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Продолжая тему Арктики, ледники из стекла, графика и резьба по кости. В Российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова открылась выставка под названием «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции». Проект посвящен освоению российской Арктики за последние 400 лет и тому, как вдохновляет север современных художников сегодня. Подробности в следующем материале. Трудно поверить, что эти застывшие морские брызги из стекла. А вот еще один удивительный экспонат – замерзшие водяные пузыри. Изумительное здесь на каждом шагу. Например, альбатрос, раскинувший крылья, или прозрачные морские обитатели. Это какие-то объемы, это как камушки какие-то морские, какая-то морская тема, кто-то рыбок, кто-то китов увидел. В чем красота и смысл? Вот идет посетитель выставки, и он видит свои образы, но в целом образ морского, арктического, северного здесь присутствует. Это работа студентов художественно-промышленного университета имени Строганова. Выставку назвали «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции». Все работы вдохновлены Арктикой. Красота северного сияния, да? Чистота природы, суровый быт, который существует там. И это, конечно же, способствует творческих людей на
определенный подвиг, покорение, изображение неописуемой красоты севера. Еще одна идея экспозиции – показать, что творчество – это не только созерцание, но и погружение в среду, изучение материалов, работа на натуре. Глобальная идея не художника, который сидит в мастерской и пишет, там, испачканный весь в красках, а именно, что у нас есть еще вот эта исследовательская часть, и по мне в этой выставке она представлена в очень глобальном масштабе. То есть в любом случае, когда мы создаем какие-то произведения, свои шедевры, мы углубляемся в тематику, и в этой выставке это очень отражено. Она охватывает 4 столетия вот таких вот экспедиций в российское Заполярье, в российскую Арктику, в составе которых участвовали не только ученые, да, исследователи, но и художники. И очень часто художник заявлял о себе как исследователь, и исследователь, напротив, брал в руки карандаш и становился художником, фиксируя и анализируя то, что он наблюдает. Посетители экспозиции могут оценить десятки различных работ. Это и графика, картины, изделия из кости, стекла, керамики. География авторов тоже обширная. На выставке можно увидеть работы знаменитой якутской художницы Марии Рахлеевой. Это бабушкин Туиса, здесь долина реки Тока. Кстати, сегодня она преподает в Агики. Здесь же представлены графические работы ее супруга Виталия Петрова-Камчатского. Большую роль в его творчестве играла северная тема. Этот проект проходит в рамках десятилетия науки и технологий, и он доказывает, что даже в исследовательской работе есть место искусству. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. 9-й региональный чемпионат «Обилимпикс» собрал более 250 конкурсантов для участия в профессиональному мастерству среди студентов с ограниченными возможностями здоровья. Это 36 различных компетенций, которые охватывают широкий спектр профессиональных навыков. Так, в Якутском технологическом техникуме сервиса проходят соревнования по выпечке хлебобулочных изделий. Освоение новых навыков всегда довольно волнительный момент для любого человека. Так, студент 2-го курса Петр Марков готовит хлебобулочные изделия впервые, как и участвует в данном чемпионате. Ему было необходимо изготовить 3 различных изделия за 5 часов. Я готовлю халы, но сейчас я делаю полуфабрикат. Сначала тесто, потом тесто, потом пакетом закрыть надо. Обязательно 7 штук и обязательно вот такие ровные шарики для красоты. Потом надо сделать из них жгутики, 7 штук, рукой нажать, потом косичку, знаете. После косички делаем такую большую халву и ложим в противень 2 штук. Кроме того, на соревновании присутствовали волонтеры, которые помогали участникам чемпионата. Просто облегчаем и даем им больше времени, получается. И все. Чтобы они не тратились время также на помывку тестомеса и сходить за водой. Это же тоже у них все по времени. И поэтому мы им как бы даем лишнюю минуту. За работой конкурсантов внимательно следила группа экспертов, подмечавшие плюсы и минусы в технологическом процессе изготовления хлеба, также проверяя санитарные нормы приготовления. В совокупности с этим финальным вердиктом итогов становилась сама готовая продукция, ее вид и вкус. Готовые изделия, во-первых, мы оцениваем. Вот у нас стоят эксперты. Они смотрят, как конкурсанты делают полуфабрикаты. То есть они должны уметь замесить правильно тесто, не нарушить технологию, сделать правильную раскидку, предварительную расстойку. Значит, потом у них окончательная расстойка, потом у них выпечка. То есть на выпечке должен быть колер, да, вес обязательно после того, как выпекут, и штуки. То есть это все оценивается. Чемпионат «Обилимпикс» стимулирует и открывает в участниках новые таланты и навыки, а также позволяет уверенно двигаться к своим профессиональным целям. Региональный чемпионат определит участников отборочных соревнований. Лучшие из лучших будут состязаться в национальном финале чемпионата. Он пройдет в Москве с 22 по 30 октября этого года. Тимур Колмогоров, Илья Сыромятников, Якутск.
Далее о спорте. Состоялась церемония зажжения огня 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» у подножия Ленских столбов. Мероприятие провели с соблюдением традиций народа Саха, которые отражают культурное наследие республики. Кроме того, событие сопровождалось священным обрядом Алгыс, в ходе которого старейшина Алгыс-Чет добыл огонь спортивных игр. Завтра, 20 марта, эстафета огня стартует с Хангаласского района, родины основателя спортивных игр, первого президента Якутии Михаила Николаева. Далее факел с огнем последует по всем районам республики и финиширует 26 июня во время торжественной церемонии открытия игр «Дети Азии» в Якутске. Общее количество факелоносцев составит 550 человек, а протяженность пути около 37 тысяч километров. Проведение таких мероприятий, как «Дети Азии», крупнейших международных, оно служит в первую очередь для того, чтобы как можно больше детей вовлекалось в спорт. И пусть они не обязательно станут чемпионами, но уже то, что они вовлекаются в здоровый образ жизни, это, конечно же, помогает людям сохранять уже и потом здоровье. И поэтому эта политика в нашей государстве, в целом в стране очень активно идет. И в нашей республике будет тоже самым активным образом продвигаться. Также в рамках церемонии зажжения огня состоялся дружеский хоккейный матч между легендами хоккея и сборной Якутии. Право провести символический сброс шайбы было предоставлено главе Якутии. Матч проходил 2 периода по 20 минут игры. Игра закончилась со счетом 6-6. В составе легенд хоккея были представлены многократные чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, звезды мирового хоккея. В судейскую бригаду вошли воспитанники Якутской школы хоккея, чемпион мира среди клубных команд в составе новокузнецкого «Металлурга» Вадим Цикунов и призер первенства России в зоне Урал-Западная Сибирь Эдуард Дроздов. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Хорошего вечера.